Лекарство, что ли? Да. Принимаю. Сегодня? Да. Какое? Головная боль, тошнота, озноб, одышка и другие симптомы повышенного давления Марию Мациеву мучают уже не первый год. И хотя беспокоиться о своем здоровье пожилая женщина начала поздно, в свои 68 старается наверстать упущенное и систематически посещать кабинет врача. Почка жлазырса, пятна жлазырса, кожа. Больница Эладика хамса, это калхамниса жлазырса. Столько пациентов одновременно стены этого медучреждения, пожалуй, еще не видели. Люди толпятся у дверей в ожидании своей очереди. И хотя почти каждый желает попасть на прием к квалифицированному специалисту как можно быстрее, сочувствие к тяжелобольным соотечественникам побуждают многих уступать им свое место. Я за, чтобы их пропускать, потому что же им тяжело. В колясочнике же без очереди дать их табус. За нескольким врачам. Конечно, так надо тихо. Лучше ждать, что хоть все тихо, все нормально, хорошо принимают. Врачи из Москвы ведут прием больных в различных районах республики уже больше 2 недель. За это время им удалось выявить сотни пациентов, которые даже не догадывались о том, что серьезно больны. Онкологи, к примеру, насчитали около 40 больных с раковыми заболеваниями, которые практически никогда не проходили профилактический осмотр. Пациентки себя не любят, они не обследуются. После 40, грубо говоря, после 60 пациентки вообще ни разу не были у маммолога. Кабинеты специалистов уже посетили больше 7 тысяч взрослых и около 3 тысяч детей. Массовая диспансеризация позволила выявить у пациентов ряд неврологических заболеваний. В числе самых распространенных – болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Вас трудно сравнить с, допустим, областями внутренней России, потому что там немножко другая ситуация. Но если сравнивать, например, с Чеченской республикой, она вам ближе всего, наверное, то по количеству панических атак у вас, конечно, приблизительно процентов на 60-70 это менее развито, чем там. И у вас охват населения первоначально амбулаторной помощью все-таки немножечко выше. Врачи предупреждают, при некоторых запущенных формах заболеваний трудно, а порой и невозможно помочь больному. А потому главное – своевременно проходить диспансеризацию или профилактический осмотр в ближайшем медучреждении. Хочется еще раз особо подчеркнуть, что прохождение медицинских осмотров и диспансеризации ежегодно – это обязательно, конечно. И всегда лучше предотвращать заболевание, чем его потом лечить. Те, кто не успел попасть на прием к врачам сводного медицинского отряда, смогут сделать это в течение 6 дней. Принимать пациентов в Назрановской городской больнице специалисты Федерального медико-биологического агентства России продолжат и в пятницу. В выходные гости из Москвы отправятся в Джайрахскую районную больницу, а на следующей неделе начнут прием больных в столице республики. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.